Следующие наречия образованы при помощи слова «калдыр». Они присоединяются после прилагательных. Они могут иметь смысл как обычного наречия, образа действия, так и наречия с дополнительным оттенком побуждения к достижению определенного качественного результата. Рассмотрим примеры. Калдыр. Жараш кылдыр. Красиво. Жараш кылдыр пиши. Пиши красиво. Дословно, пиши, чтобы было красиво. С оттенком достижения результата. Жараш. Екі кылдыр кылган, например. Сделано хорошо. Хорошо наречие. Обычное наречие образа действия без смысла побуждения. Жараш кылдыр пиши, екі кылдыр кылган. Следующие наречия, образующиеся при помощи аффиксов дыр, дир, дур, дюр, ну и соответственно глухой вариант. Тыр, тир, тур, тыр. Присоединяется к основам глаголов и качественных прилагательных. Рассмотрим пример. Тынзыр. Глагол крепчать. Наречие от него будет тынзыдыр, крепко. Тынзыдыр тут, например. Держи крепко. Держи крепко. Тынзыдыр. Еще пример. Толлар наполняться. Наречие будет тол, толдыр, полно. Толдыр кут. Наливай до полна. От прилагательных. Иккидыр. Хорошенько. Прилагательное икки хороший. Иккидыр хорошенько. Прилагательное пагай плохой. Пагайтыр плохо. Ну и рассмотрим теперь аффикс наречия. Калаштыр. Калаштыр. Кулаштыр. Güleştir. Güleştir. Ну и, соответственно, звонкий вариант. Галаштыр, гулаштыр, гулештыр, гулештыр, гулештыр. Он присоединяется к существительным. Например, кушкунаштыр. Подобно птице. Птицей, как птица. Подобно птице. Таким образом, на русский язык этот аффикс переводится как или подобно слове, выраженной в основе. Кушкулаштыр, хаткалаштыр. Хаткалаштыр. Хат – ветер. Соответственно, подобно ветру, как ветер. Вот. Ну и следует сказать, что наречия в тувинском языке, не только наречия, прилагательные и существительные в тувинском языке в большинстве случаев амонимичны. Соп, например, слово холодно, могут быть переведено как наречие холодно, как существительное холод, ну и как прилагательное холодный. Перевод зависит от контекста предложения.